Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова Карина Захарова, таролог. Сегодня мы с вами гадаем в лесу. Вот видите, где я только не гадаю. И у замков, и в парках, и теперь в лесу. И тема такая: состоится ли в скором времени, можно даже в загаданный срок, разговор с человеком. Конечно, тема любовная. И каким будет между вами этот разговор. Гадать я буду вот на такой колоде. Таро на каждый день называется колода. И у нас с вами будет 3 позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета. И значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Тем более, смотрите, такое место силы, да, такая атмосфера. Итак, мы с вами выбираем 3 карты. Первая карта на позиции показывает, что человек этот загаданный чувствует к вам на сегодняшний день. Вот смотрите, вам нужно выбрать одну из позиций. Первая, вторая или третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Итак, первая позиция. Что он чувствует к вам сегодня? Это карта Шут. Шут – это карта, показывающая очень сильную заинтересованность, с одной стороны, да, в человеке. А с другой стороны, эта карта всегда говорит о том, что человек хочет, не знаю, развлекаться, гулять, путешествовать, свободы. И вот если бы у вас были отношения радостные, человек расположен. Если вы его начинаете ограничивать, если вы начинаете с ним спорить, если вы пытаетесь нарушить его какое-то, как жизненное пространство, да, его какую-то свободу, он начинает сразу же, конечно, как маленький ребенок взбрыкивать. Поэтому я могу сказать, что с одной стороны у человека есть к вам чувства, с другой стороны эти чувства, эта заинтересованность являются в некотором смысле безответственными. Хорошо. Давайте посмотрим, состоится ли между вами разговор в загаданный срок, или просто в ближайшем будущем. Состоится ли вообще разговор? Вышла карта 9 мечей. 9 мечей показывает, что идет какое-то такое не очень хорошее состояние душевное, какие-то внутренние переживания. И эти внутренние переживания, по сути, не дают разговору состояться. Хорошо, давайте посмотрим, как сделать так, чтобы разговор между вами произошел. Вышла карта 8 мечей. 8 мечей показывает, что для того, чтобы разговор произошел, нужно, во-первых, избавиться от внутренних каких-то барьеров, комплексов. Как будто бы, вы знаете, вы по сравнению с этим человеком считаете себя в чем-то хуже или виноватым человеком. Хотя мы все просто разные, и у каждого своя жизненная позиция, свои жизненные цели и приоритеты. Вам нужно дать свободу. Вот дать свободу как себе в этих отношениях, так и этому человеку. Стоит ли проявить инициативу, чтобы между вами был разговор? Вышла карта Мир. Мир показывает, что вам сначала нужно пересмотреть, так скажем, отношение к этой связи, да, приоритеты переставить. И после этого, конечно, разговор даже как будто состоится сам собой. Вам даже, может быть, не стоит сильно проявлять инициативу, но, судя по этой карте, можно предложить человеку примирение, например, или снова вступить в контакт. Хорошо. В какой срок у вас может все-таки по судьбе состояться разговор? Вышла карта Маг. Маг говорит о том, что это срок что-то один. 1 день, 1 неделя, 1 месяц, 1 год. Чаще всего, конечно, это срок до месяца, если честно-то. Хорошо, каким будет разговор? Мы здесь видим 4 пентаклей. Разговор несколько ограниченный, малоэмоциональный. Однако люди и не отпускают друг друга. Что нужно сделать, чтобы разговор был хороший? Чтобы разговор был хороший между вами, нужно показать 6 жезлов, что мы победим любые трудности в отношениях, быть на позитиве, показать энергию, показать страсть, показать радость того, что вы вообще видите перед собой этого человека, добавить эмоций.
Этот человек любит эмоции, этот человек любит радоваться жизни, любит свободу, любит развлечения, любит, чтобы его любили. И, соответственно, если вы это покажете, человек будет на легкой волне с вами. И, соответственно, все будет хорошо. Идем к позиции номер 2. Итак, что чувствует сначала этот человек по отношению к вам? Вышла карта двойка жезлов. Двойка жезлов показывает, что данный человек отвернулся и пока что расставляет в жизни приоритеты, делает выбор между прошлым и будущим и нейтрально к вам относится. То есть у него какая-то нейтральная позиция. Видно, что еще недавно были чувства, было хорошее отношение, было, как сказать, возбуждение, страсть, да, яркость какая-то в эмоциях. Все это было. Но сейчас как будто бы что-то произошло, и человек несколько раз в такую вот позицию, да, молчание, нейтральность и пересматриваем. То есть это значит, что он думает, а стоит ли ему вообще продолжать вашу связь, ваши взаимоотношения. Он строит какие-то планы на будущее, расставляет цели на будущее. То есть у него есть какие-то далеко идущие планы. Хорошо, давайте посмотрим теперь. А состоится ли между вами разговор в загаданный срок? Состоится ли разговор? Здесь вышла карта тройка жезлов. Вы знаете, тройка жезлов – карта, показывающая, что, по сути, вы дождетесь сообщения, разговора. То есть от человека придет какая-то весть, вот как будто бы новость о человеке, сообщение, письмо, может быть, звонок. Но как будто как издалека, откуда-то. То есть человек не находится рядом. Или если он и рядом, то он как может, ну не знаю, приехать в гости, прийти, позвать вас в гости. Вообще эта карта, она также показывает позитивное будущее. Ну, то есть, как будто бы с новой надеждой разговор. Давайте посмотрим, а каким будет этот разговор. Каким будет этот разговор между вами? Здесь у нас вышла карта Король Пентаклей. Король Пентаклей показывает, что разговор будет размеренный, такой вот, ну как, с ответственностью, как будто бы человек рассуждает здраво, как будто бы человек, как бы, он, знаете, ведет себя как ваш наставник, говорит о каких-то вещах, знаете, вот, что я что-то осознал, я проявляю ответственность, у меня есть хорошие намерения, у меня есть хорошие чувства, я знаю, что у нас есть будущее. То есть вот такой. И, возможно, в этом разговоре вы услышите для себя, что вы дороги этому человеку, что он не хотел бы, чтобы ваша связь как-то прерывалась на самом деле, да, что он все пересмотрел и вот сделал выбор в вашу пользу. Поэтому я сказала бы, что вторая позиция многообещающая, несмотря на то, что сейчас есть, ну, действительно какой-то момент молчания или паузы. Или просто человек как-то немножко остывает в чувствах. В будущем он пересмотрит этот момент и будет как бы наоборот относиться к вам хорошо. Так, теперь смотрим третью позицию. Сначала смотрим, а что чувствует к вам человек на сегодняшний день. Вышла карта Королева Пентаклей. Вы знаете, Королева Пентаклей – это карта, показывающая, что у человека к вам серьезные чувства. Он вас любит и очень хорошо к вам относится, и готов вас, не знаю, выслушивать, например, готов с вами о чем-то, о будущем разговаривать, да? Отвечать за вас, дарить вам что-то, даже, не знаю, что-то оплачивать, например. И знать, что вы приносите ему в жизнь все хорошее. Он благодарен вам за что-то. Вы как будто дарите ему энергию изобилия, плодородия. Может быть, у вас есть, ну не знаю, общие дети, например. Или вообще семья. Это семейная карта. Поэтому Королева Пентаклей в чувствах, она всегда показывает, что человек видит в вас свою семью. Состоится ли между вами разговор в загаданный срок? Вышла карта Восьмерка Пентаклей. Восьмерка Пентаклей показывает, что разговор может не состояться по причине работы или большой занятости, загруженности. Вот именно в тот срок, который вы загадали. Но также это карта работы над отношениями или разговора о работе. То есть, если вы подозреваете, что в разговоре может рассказываться что-то о работе, тогда может состояться. Работа над отношениями, если только вы начнете работать над этими отношениями, и проявлять даже, ну, не знаю, инициативу. Тогда тоже разговор может состояться. Давайте посмотрим поясняющую карту.
Поясняющая карта. Семерка жезлов. Вот видите, нет, все-таки я думаю, что это занятость. Человек как будто бы нагружен. У него много обязанностей в жизни, да, и на него все как напали. Что-то от него требуют, в чем-то обвиняют, срочно давай. И, конечно, ему нужно сначала это сделать, понимаете? Не до разговоров вот ему как будто. Хорошо, чуть позже, когда состоится разговор. Вышла карта Паж мечей. А вот вы знаете, вот небольшие сроки. Чуть-чуть вот именно, как бы вы загадали срок, да? А вот чуть-чуть прям попозже. Вот чуть-чуть попозже. Может быть, ну не знаю, неделя разницы с этим сроком, да? Или несколько дней. И Паж мечей показывает, что разговор именно должен быть. Что идет весть, сообщение, желание поговорить. Хорошо, давайте посмотрим, как пройдет этот разговор. Как пройдет этот разговор. И вышла карта Жрица. В разговоре, скорее всего, всплывет какая-то тайна. Нужно будет что-то разгадать. Также разговор будет нейтральный, спокойный, рассудительный. Пытаемся докопаться до истины, что-то понять для себя. Давайте еще одну карту достанем. Еще карту хочу. И здесь у нас рыцарь жезлов. Дальше идет момент, как будто бы вспышка такая, да, вспышка. Идет обсуждение такое яркое чего-то. Уже люди раскрепостились. Люди проявляют чувства друг к другу. Эмоции пошли, да. Страсть разгорается. Поэтому я считаю, что разговор, да, начнется на нейтральной ноте, потом раскроется какая-то информация, а потом уже бурное обсуждение. Поэтому все неплохо. Ну, вот такие у нас сегодня были 3 позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч!